Сегодня с 0 часов вступило в силу соглашение о прекращении военных действий в Чечне. К сожалению, итоги первого дня перемирия к особому оптимизму не располагают. В республике продолжают звучать выстрелы и гибнут люди. С другой стороны, сегодня удалось снять опасность дальнейшего обострения ситуации в райцентре Шали, которое могло свести на нет достигнутые в Кремле договоренности. Столкновение подразделений федеральных сил с отрядами боевиков в райцентре Шали, нападение на позиции федеральных войск в другом населенном пункте Шуани поставили под угрозу срыва соглашения о прекращении огня в Чечне. С обеих сторон есть убитые и раненые. Чеченская оппозиция обвинила подразделения федеральных войск в том, что в Шали они сблизились с позициями боевиков и открыли огонь. Военные обвиняют боевиков, что именно они спровоцировали местную милицию, ОМОН и подразделения федеральных войск на ответные действия. Неизвестные в милицейской форме, по утверждениям военного командования, открыли огонь из стрелкового оружия во время проверки паспортного режима. При этом 14 человек с оружием в руках были взяты в плен. По данным военных, накануне в Шали вошли отряды под командованием Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. Напряженная обстановка сохранялась в течение всего сегодняшнего дня, однако новых столкновений не произошло. Для переговоров в Шали еще утром вылетел глава правительства Чечни Николай Кошман. Представители оппозиции заявили, что вооруженным формированием на юго-западе республики отдан приказ открывать огонь в случае любых операций со стороны федеральных войск. Ситуацию удалось разрядить после встреч с жителями и старейшинами райцентра. Военные отказались от проведения операции, так как боевики ушли из Шали. На 7 июня в городе запланировано проведение выездного заседания правительства Чечни по вопросам мирного урегулирования ситуации и решения назревших социальных проблем. Сегодня днем боевики напали на позиции 135-й бригады в районе другого населенного пункта Шуани. По словам представителя пресс-центра федерального командования в Грозном, передает Интерфакс, бандформирование большой численности попыталось выйти в тыл мотострелковой бригады для нанесения внезапного удара. Военнослужащие были вынуждены открыть огонь по нападавшим. Бой длился несколько часов. По предварительным данным, 26 военнослужащих были взяты в плен, подбит один БТР. Военное командование считает, что федеральные войска не давали поводов для провокаций. Со ссылкой на Госкомиссию по переговорам сообщается, что достигнута предварительная договоренность об освобождении захваченных в плен военнослужащих. Сергей Сунцов, ОРТ. И еще одно сообщение из Чечни. В селении Толстой-Юрт убит полевой командир Руслан Лобазанов. Сначала чеченские источники сообщили, что ответственность за это несет группа Шамиля Басаева, но потом эта информация была опровергнута. В последние 2 года Лобазанов действовал самостоятельно, не подчиняясь ни Дудаевскому командованию, ни правительству Завгаева. Руслан Лобазанов командовал личной гвардией Дудаева, однако в 1994 году, после того, как по приказу президента Ичкерии были казнены его брат и друг, объявил себя так называемым кровником Дудаева и поклялся отомстить. Все эти сообщения делают совершенно обоснованным заявление генерала Тихомирова. Командующий федеральной группировкой сказал сегодня в Грозном, что лидер сепаратистов Яндарбиев не в состоянии контролировать действия боевиков. Командующий потребовал от Яндарбиева обеспечить выполнение соглашения о прекращении огня. Если Яндарбиев не сможет этого сделать, сказал генерал, то командование федеральных войск будет вынуждено искать среди полевых командиров более влиятельные фигуры и вести с ними переговоры. По словам пресс-секретаря президента России Сергея Медведева, у Бориса Ельцина есть основания полагать, что у тех, кто принимал участие в переговорах в Москве со стороны сепаратистов, нет реальных сил и возможности сдержать слово, данные ими за столом переговоров. Те, кто стреляет в Чечне в спину, подчеркнул Сергей Медведев, очевидно остаются за рамками договоренностей. Это значит, что у федеральных войск остается право адекватного ответа на подобные действия. Однако, если нападение на федеральные войска в Ножа-Юртовском районе можно списать на боевиков, неподконтрольных Яндарбиеву, то в Шали в бой вступили отряды, подчиняющиеся людям из его ближайшего окружения. Очевидно, события в этом райцентре можно рассматривать как пробный шар сепаратистов, которые хотели бы повторить свое прошлогоднее тихое наступление. Тогда, после заключения перемирия, отряды боевиков без особых помех просочились в населенные пункты в зоне контроля федеральных сил, откуда их потом и пришлось вновь выбивать, расплачиваясь за временное прекращение огня жизнями российских солдат и мирных жителей. На этот раз федеральное командование заняло жесткую позицию и показало, что повторения подобной ситуации военные не допустят. Теперь судьба перемирия в руках сторонников Яндарбиева,
и зависит от их способности соблюдать мирные договоренности, а не использовать их для восстановления утраченных позиций. Алексей Витальс, ОРТ. Российская сторона предложила провести очередной раунд переговоров с чеченской оппозицией 4-5 июня в столице Ингушетии Назрани. Ранее предполагалось, что встреча эта пройдет в субботу в Махачкале, однако она была отложена по техническим причинам. По словам представителя Госкомиссии по переговорам, достигнуто принципиальное согласие президента Ингушетии Руслана Аушева, который готов обеспечить необходимые условия для работы делегаций двух сторон в Назрани. В субботу премьер-министр России Виктор Черномырдин провел совещание с комиссией по переговорам, на котором были утверждены новая дата и место встречи с лидерами чеченской оппозиции.